В эфире «Деловая Ингушетия», в студии Зелена Хамхоева. Здравствуйте. Компания «Тугис» выпустила сервис, позволяющий автомобилистам узнать о наличии бензина на более чем 29 тысячах заправок по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Карта бензина доступна в приложении и на сайте benzin.tugis.ru. Наличие топлива на АЗС определяется на основе обезличенных данных о транзакциях Сбера, который выступил партнером сервиса. Кроме того, карта учитывает сообщения пользователей. На карте отмечены заправки с информацией о том, какое топливо есть в наличии и по какой цене, а также какие ограничения действуют на АЗС. Есть ли лимит на заправку, можно ли приехать с канистрой. Кроме того, сервис отображает, есть ли очередь на заправке и насколько она велика. Мы запустили карту бензина в Тугис, чтобы водитель смог спокойно спланировать поездку и знал, куда ехать за топливом. Пользователи уже делятся информацией о наличии топлива на АЗС в Тугис. С запуском нового сервиса это стало еще более проще. В карточке заправки можно указать, например, какой есть бензин и какая очередь, отметил руководитель продуктов транспорта и навигации Тугис Сергей Кириллов. Агропромышленный комплекс получает топливо в приоритетном порядке. Это позволяет удерживать стабильный ход полевых работ, сообщили в Минсельхозе. Глава ведомства Оксана Лут провела совещание, посвященное вопросам снабжения агропромышленного комплекса. В обсуждении приняли участие представители Минэнерго, ФАС и региональных ведомств. В Минсельхозе подчеркнули, что ключевой задачей является соблюдение сезонных графиков поставок согласно поручению президента Владимира Путина. Основной приоритет отдан обеспечению топливом полевых работ, а также логистических процессов перевозки сырья и доставки готовой продукции в торговые сети. Совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров, определению региональных операторов, закреплению сельхозтоваропроизводителей за нефтебазами и АЗС. Возникающие точечные вопросы решаются в оперативном порядке, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Минтруд подготовил рекомендации для работодателей в отношении работников в возрасте старше 50 лет. В документе ведомства отмечают, что у таких сотрудников есть ограничения физические, психологические и связанные со снижением скорости освоения новых технологий. Минтруд призывает компании учесть эти особенности в своей кадровой политике. Главная цель этих рекомендаций – помочь работникам и соискателям в самореализации и работодателям выстроить работу со старшими сотрудниками, в том числе с учетом их конкурентных преимуществ, пояснили в Минтруде. Так, ведомство предложило скорректировать процессы найма, например, отказаться от использования в информации о вакансиях формулировок, которые могут считываться как дискриминационные, адаптировать используемые для привлечения кандидатов каналы, обучать HR-специалистов эффективной работе с кандидатами старших возрастов и применять методы слепого скрининга в резюме. Также Минтруд предусмотрел в документе ряд возможных карьерных траекторий для таких работников. Как сегодня устроиться на работу представителям всех возрастных категорий у нас в республике, смотрите далее в интервью. Тема кадров актуальна во все времена. Сегодня она особенно заметна на рынке труда. В нашей программе мы обсудим, какие профессии действительно востребованы, как меняется спрос на специалистов и какие навыки помогают быстрее найти работу. Сегодня у нас в гостях Магомед Расул Кузьгов, руководитель belhi.ru. Формат программы сегодня у нас будет чуть-чуть отличаться от обычного. Вопрос-ответ, вопросы от наших телезрителей, которые нам прислали на адрес электронной почты, конкретные ситуации и практические рекомендации. Первый вопрос, Магомед Расул. Почему мне отказывают в приеме на работу, хотя у меня есть образование? Наличие образования, наличие диплома соответствующего – это, конечно же, большой плюс. Но мы должны учитывать то, что если мы берем частный сектор предпринимателей, то они в первую очередь смотрят на навыки кандидата, они смотрят, справится ли этот кандидат с работой, тот ли это человек, который подходит в их коллектив, сможет ли он взять на себя ту ответственность, на которую рассчитывает работодатель. Однозначно наличие диплома, наличие образования – это, как я сказал, это хороший плюс, но сегодняшние реалии таковы, что это не становится определяющим. И если практическую рекомендацию говорить, то
мы бы порекомендовали нашим кандидатам, соискателям наращивать свой потенциал, улучшать свои навыки, постоянно заниматься саморазвитием, чтобы именно в вас работодатель увидел того самого кандидата, который больше всего ему подходит. Но здесь тоже, вот, понимаете, получается какая-то спорная ситуация. Откуда браться навыкам, если нет опыта работы? Ну, вот такая вот больная тема, которая упирается в одну точку. Второй вопрос. Как найти хорошую работу в Ингушетии? У нас спрашивают. Все хотят хорошую работу. Все хотят хорошей работы, и это нормально, потому что любой нормальный человек, у него есть какие-то амбиции свои. Если уже выбирать, то выбирать что-то лучшее. Однозначно нельзя опускать руки после того, как ты отправил 2-3 резюме, и вот ты видишь, что тебя не берут. Ни в коем случае. Мы бы порекомендовали бы нашим кандидатам, соискателям делать больше попыток, делать эти попытки почаще. Да? Однозначно, когда соискатель выбирает сферу, в которую он пойдет работать, эта сфера желательно, чтобы она не только ему нравилась, но и была доходной. То есть есть определенные сферы в республике, да, на которых особо в этом сегменте и зарплаты не такие уже высокие. А есть сферы, в которых зарплаты повыше. Поэтому если выбирать под хорошей работой, мы подразумеваем не только условия работы, но и хорошую зарплату, то мы бы порекомендовали бы, первое, выбрать правильную сферу. Второе, делать чаще и больше попыток. Делать эти попытки, конечно же, более качественно. Не просто откликнуться по 2-3 вакансиям и ждать, а делать эти попытки больше, делать их чаще, использовать все возможные ресурсы, в том числе нашу платформу belhi.ru, на которую мы сегодня в среднем получаем порядка 100 вакансий в неделю, то есть почаще ее просматривать, сообщить своим знакомым, друзьям, близким, родственникам, соседям о том, что он ищет работу, навещать какие-то предприятия, которые ему понравились. То есть выстроить причины как можно более качественно и лучше. А вот следующий вопрос у нас связуется с первым. Почему работодатели требуют опыта, если его нигде, вот, получается, получить его негде? Это вопрос, который бесит очень многих кандидатов, потому что, как правило, практическое большинство соискателей на рынке труда, они бывают без опыта, без навыков, и вот они думают, а вот везде требуют опыт работы, вот как, почему. Ну, во-первых, начнем с того, что не везде требуют. Если пойти на такие более простые вакансии и начать с них, то там особо и опыта работы не нужен. Если же все-таки по той специальности, на которой вы хотите работать, требует опыт работы, то мы предложили бы следующее. Сегодня очень большой доступ к знаниям. Какую бы сферу ты ни выбрал, практически по любым сферам можно выбрать какие-то знания. На собеседованиях важна искренность, то есть не нужно пытаться обмануть кого-то, да, обхитрить, сказать, что да, я знаю, если ты не знаешь. Ну, обман рано скроется. Очень важно сказать, что да, я не знаю, но я готов быстро обучиться. Позвольте мне проявить себя неделю-2 недели. Если вас моя работа устроит, вы сможете меня оставить, и я буду вашим хорошим, лучшим сотрудником. Если же вас моя работа не устроит, то я буду благодарен за ту возможность, которую вы мне дали. Даже если вас на эту... Это говорит об умении презентовать себя как... Конечно. Вы знаете, Залина, собеседование — это не то место, где нужно скромничать. Это то место, где нужно пытаться выстроить диалог, где нужно показать свои сильные стороны, где вы должны убедить работодателя, что вы тот самый кандидат, которому он завтра сможет довериться и с которым он завтра заработает больше всего прибыли, и его работа пойдет еще лучше. Мы сейчас говорим про частный сектор. Следующий вопрос у нас спрашивают, что важнее, диплом или реальные навыки? Ну, диплом или опыт работы определенный? Сегодняшняя реальность такова, что в частном секторе реальные навыки гораздо важнее диплома. То есть практическое большинство моих знакомых предпринимателей, они признаются, что сегодня на собеседовании они практически не смотрят диплом. Но у этого правила есть ограничения. То есть если у вас есть медицинская какая-то клиника, и вы смотрите врачей, понятное дело, что вы обязательно посмотрите диплом хотя бы на оценки, потому что вряд ли вы захотите взять... Например, да, не каждый ищет товароведа, да, с соответствующим образованием. Совершенно верно. Но если вы, допустим, ищете медика какого-то, и у него в дипломе там стоят 3, навряд ли вы захотите, чтобы в вашей клинике работал такой сотрудник. Но в основе в зависимости от отрасли, да? Совершенно верно. Но в основе своем в частном секторе предприниматели вопрос диплома стоит у них на второстепенном, третьестепенном месте. Гораздо всего важнее навыки. И мы и ранее про это говорили. Я бы хотел дать рекомендацию нашим кандидатам. Уже раз сегодня есть огромный доступ к образованию, к знаниям, к навыкам, и вы пока еще нигде не работаете, наращивайте свой потенциал.
становитесь более лучшим кандидатом, а работайте над тем, чтобы не вы завтра искали работу, а работала, бегала за вами. Ведь за хорошим кандидатом, у которого есть хорошие стремления, к нему можно довериться, да? У него есть хорошие навыки, знания. Со временем ваша репутация начинает работать на вас. И вопрос поиска работы отходит на второй план, потому что вот эти предложения выстраиваются уже к вам в очередь. Так, стоит ли соглашаться на небольшую зарплату ради опыта? 100%. Если вы начинающий специалист, Вот это 100%, мне кажется, этот путь, это и нормально. Выйти, показать себя, получить какой-то опыт. Да, в этом случае вы уже будете более востребованы на рынке труда. Посмотреть, есть ли карьерный рост в этой компании, тот ли это коллектив, с которым вы себя видите в будущем. Выйти, поработать, потрудиться, показать себя. Если вы видите себя с этой командой, в этой компании, стать лучшим сотрудником, сделать лучшие показатели. Если же вы видите, что вы перерастаете эту компанию, искренне прийти, честно прийти к работодателю и сказать: я вам искренне благодарен за то, что вы мне дали, но мне кажется, что я чуть-чуть перерос эту компанию. Вот я хотел бы рассмотреть вот этот вариант. Как вы смотрите на то, чтобы мы с вами совместно сделали? То есть уже можно уйти в партнерство, если вы чувствуете, что вы переросли свою текущую компанию, текущую команду, уже можно не просто уйти там, поссорившись со всеми, ни в коем случае. Прийти к работодателю, честно сказать, как есть, уже предложить ему партнерство, давайте совместно поработать. Если же все-таки вы считаете, что ваш потенциал еще выше всего этого, тогда поблагодарить и в свободное плавание. Да, и в свободное плавание. Камагит Расул, а вот какую профессию сегодня лучше выбрать? Тонкий момент. Уходя с этой компании, ни в коем случае не забирайте ни базу клиентов, ни те наработки, которые есть в этой компании, да, которые они считают своим авторским правом. Да, это непорядочность. Это завтра испортит вашу репутацию. Сегодня, да, моментально можно воспользоваться, конечно. Сообщество предпринимателей, оно между собой довольно тесно общается. И вот эта молва о вас неблагоприятная, да, с испорченной репутацией, она у вас быстро разойдется, и в скором времени с вами никто не захочет работать. Угу. Какую профессию сегодня лучше выбрать у нас в республике? Есть профессии, на которых можно больше всего заработать. Но ты знаешь, не всем дано образно быть врачами, не всем дано быть фермерами, не всем дано быть продавцами, не всем дано быть бухгалтерами. Полностью. Да, тут не все должны упираться в одну точку. Да, особенно у молодежи возникает вопрос, а куда нам пойти? Это очень актуальная тема. Здесь есть очень простые несколько шагов, которые позволят любому кандидату понять, в какую сферу ему лучше пойти. Почему я говорю именно таким образом? Ведь не стать профессионалом в том, что тебе не нравится. И очень важно, чтобы совместилось то, что тебе нравится, и то, что приносит доход. Так ведь? Да. Потому что если ты каждый день будешь просыпаться и идти на работу, которая тебе не нравится, ты не станешь этим профессионалом. Но если просыпаться и уже радоваться тому, что сегодня новый рабочий день, я пойду на работу, и вот тебе нравится то, чем ты занимаешься, стать настоящим профессионалом можно только в том, что тебе действительно искренне, тебе по душе. И поэтому особенно у молодежи, как я сказал, возникают такие вопросы, и я бы дал им следующую рекомендацию. Первое. Посмотрите, что у вас получается. Спросите у родителей, что вам в детстве нравилось, чем вы больше увлекаетесь. Возможно, у вас получится большой список, 20, 30, 50, 100 каких-то моментов, да? Второе. Из этого списка выберите то, что у вас получается делать. Что нравится делать? Сначала первый список, то, что нравится делать. Да. Второй список, то, что получается делать. Допустим, мне может нравиться рисовать. Но рука не рукописная у меня, понимаете? Да. Или, я не знаю, писать стихи образно. Но не получается мне писать стихи. И очень важно, чтобы сошлось то, что вам нравится, и то, что получается. Следующая, третья категория – то, за что готовы платить. Вот была такая история, как-то пришел человек к одному большому исламскому деятелю и сказал, что вот я потратил 2-3 месяца и научился с закрытыми глазами просовывать нитку сквозь игольное ушко. После чего тот его побил, сказав: почему ты потратил столько времени на столь бесполезное дело, да? Чтобы такого не было, вот получается коротко 3 списка. То, что нравится, то, что получается, и то, за что готовы платить. Вот по итогу, если вид деятельности, который вы выбрали, бьется со всеми 3 списками, это именно то, чем вам стоит заниматься. И если вы в какой бы то ни было сфере станете лучшим в этом деле, я вас уверяю, вам будут готовы платить гораздо больше, и вы будете более востребованы. Вот давайте возьмем просто элементарно кафельщика, да? Есть кафельщики, которые там работают, делают образно за 1000 рублей. Есть те, кто сделает за 1500, за 2.
Но есть кафельщики, какую бы цену ни поставили, да, им готовы за это платить, потому что это высший пилотаж. Они делают свою работу самым лучшим образом. То же самое и вы. Если вы менеджер по продажам, не будьте просто обычным менеджером по продажам. Станьте лучшим в этой деятельности. И я вас уверяю, вот этот подход, он не заставит себя ждать. И ваша выручка и тот доход, который вы будете получать, он будет в разы выше, чем ваши коллеги по той же сфере. Ну, просто самое главное — стараться быть лучше, стараться обучаться. То есть никогда мы не бываем совершенны, и уж тем более в нашей системе, да, которая преобразуется со скоростью света, и, в принципе, сегодня все знать невозможно. Обучаться надо всегда. 100%. Почему? Потому что сегодня знания очень быстро могут потерять свою актуальность. Очень быстро выходят Что новые было технологии. актуально год назад, через год уже... Совершенно верно, совершенно верно. Очень быстро меняются технологии, меняются подходы, меняются навыки. И очень важно постоянно заниматься собственным развитием, чтобы ваши знания были актуальны на текущую дату. И есть такой подход, называется кайдзен, это постоянное, постепенное улучшение. То есть мы не говорим о каких-то больших резких скачках. Но если каждый день вы будете уделять хотя бы, там, я не знаю, образно, от 5 минут на собственное развитие, представляешь, там, в течение года, какой большой объем знаний, какие большие навыки ты наберешь и насколько сильнее ты станешь. Спрашивают у нас, как не попасть к недобросовестному работодателю. То есть, опять-таки, да, молва бежит впереди всего и вся. Прислушаться надо, да? Очень хороший вопрос. Я знаю, что очень хорошие кадры зачастую могут попасть к недобросовестному работодателю, который не выплачивает зарплату вовремя, не ценит этого сотрудника. Не ценит, каким образом? Препятствует его карьерному росту. Вы знаете, зачастую уровень работодателя, предпринимателя бывает настолько невысок, что тебе кажется, что сам владелец этой компании занимается саботажем, внутренним саботажем самой же компании, да? Это говорит там не невежество этого работодателя, но тем не менее, страдают непосредственно его сотрудники. И когда хороший специалист попадает в такую компанию, он долго там не задерживается, но это оставляет осадок. Как не попасть к такому работодателю? Я рекомендую задавать побольше вопросов. Конечно, мы прекрасно понимаем, что задавать вопросы работодателю? Сейчас я уточню, да. Более красноречивы кто? Аферисты. То есть чем сильнее человек аферист, тем зачастую он бывает более красноречив, потому что кроме слов за ним дела не стоят. Да? И придя в такую компанию, очень важно задать вопросы. Образно, кто был до меня? А сколько он задержался по времени? А кто был до него? А сколько он задержался? А с чем они так быстро ушли? А есть их контакты? Можно я с ними свяжусь и уточню какие-то дополнительные моменты по работе, в случае, если я что-то буду не понимать? Это нестандартная ситуация получается. Как правило, вопросы задает работодатель своему будущему работнику. А тут это, наверное, все-таки должна быть какая-то раскованность, да? Открыто задавать вопросы, интересоваться. Если вы подходите к работе таким образом, что я приду, и я буду тем самым человеком, на которого вы сможете положиться, я буду вашим доверенным лицом, со мной ваша работа пойдет еще лучше, со мной вы будете еще больше зарабатывать. Если ваша внутренняя позиция изначально будет такая, во-первых, вы будете гораздо увереннее на собеседовании. Во-вторых, вы будете понимать, что выбирают не только вас, но и вы выбираете. Хороший кандидат, у которого изначально есть такой посыл, он, естественно, выбирает. И ничего страшного, ничего плохого нет в том, чтобы задать вопросы работодателю. Это нормальная, абсолютно нормальная история. Абсолютно нормально, прежде чем выйти на работу, попросить пройтись по месту работы. Пройтись по месту работы, познакомиться с кем-то. Я, конечно, понимаю, что у многих людей есть какая-то скованность, да, какие-то внутренние искусственные барьеры, но это те самые простые шаги, которые позволят вам еще на стадии собеседования выявить, да, стоит вам туда выходить или не стоит. Также может быть такое, что сам работодатель добросовестный, но корпоративная культура вас не устраивает. Да, вас не устраивает. Дух команды вас не устраивает. Образно, вы не курите, да, и не пьете. А весь коллектив там только и занят тем, что они постоянно в курилку отходят, образно я говорю. И ничего страшного в этом нет, чтобы задать дополнительный вопрос работодателю. Это вам покажет, то ли это место и то ли это работодатель, с которым вы себя видите. Да? Резюмируя еще раз, задать простые вопросы. А кто был до меня? А сколько он по времени работал? А кто был до него? А сколько он работал? Если вы видите, что люди очень быстро уходят,
это очень большой сигнал к тому, что что-то там не там, что-то там не так. И можно попросить пройтись по рабочему месту, пройтись, посмотреть, что к чему, настроения какие у людей. Если все такие хмурые, уставшие, забитые сидят, то это тоже не есть хорошо. То есть ты в списке, да, дальше, получается, будешь? Да. Резюмируя, конечно, на 100% на собеседовании выявить недобросовестного работодателя также нельзя. Ровно так же, как и соискателя недобросовестного выявить нельзя. Да? Это все уже в работе. Но вот эти вот звоночки, они бывают. И очень важно заметить их вовремя. Вовремя. Да. Какие качества работодатели ценят больше всего? Спрашивает Магомед Расул. Работодатель, мне кажется, больше всего ценит в сотруднике то, что он ваш может, опыте работы. вот то, что он может на него положиться. То есть работодатель обозначил зону ответственности для работника, и вот то, что работодатель может положиться на этого работника, то, что он знает, что этот сотрудник возьмет и сделает, что с ним его работа его компании пойдет еще лучше, еще выгоднее, мне кажется, это и ценится. Вы знаете, очень сильно, если резюмировать, очень сильно порой в компаниях, в хороших, мощных компаниях ценятся инициативные сотрудники. Тот, кто готов взять инициативу на себя. Вообще, если брать по инициативности сотрудников, соискателей, они бывают трех видов. Самый худший вид сотрудников – это пассажиры. То есть просто им было по пути, просто им нужно было как-то перебиться, просто нужна была какая-то зарплата, что-то. И вот они просто сели с вами в поезд. Это самый худший вид сотрудников. Второй вид сотрудников, средний такой, это исполнители. То есть они сделают неплохо, хорошо, но от себя дополнительно никакие инициативы проявлять не будут. И самый лучший вид сотрудников, которые бывают, мне кажется, на рынке труда наиболее востребованы, и у которых репутация с каждым годом становится все сильнее и сильнее, за которыми в последующем выстраиваются в очередь работодатели, это именно инициативные сотрудники, готовые взять на себя ответственность. Это большая редкость, и такой вид сотрудников ценится больше всего. И рекомендация нашим зрителям, соискателям быть именно теми сотрудниками, кто не боится и готов взять на себя инициативу. И я дополню один момент. Любая инициатива обязательно должна быть согласована. И последний вопрос тут у нас. Что бы вы посоветовали каждому человеку, который сегодня ищет работу? С чего начинать, куда идти? Я посоветовал бы следующее. Если вы еще нигде не работаете, у вас нет каких-то навыков, первое, определите сферу, в которой вы бы хотели работать в следующие 10-20 лет. Второе, возьмите 3-5 книг, либо лекции, которые сегодня есть в открытом доступе, да, изучите их, освойте, возьмите какие-то знания, и затем уже постарайтесь выстроить максимальное количество причин, чтобы устроиться на работу. Как мы сказали, не так, 1, 2, 3 раза откликнулся и все. Сообщите всем своим знакомым, родным, близким. Просмотрите нашу платформу belhi.ru, там очень много вакансий бывает постоянно. И ставьте как можно больше причин. Составьте резюме, в которых будет информация, кто вы, что вы умеете делать, почему работодателю стоит выбрать именно вас и как с вами связаться. Да. Укажите в это в вашем резюме и максимально постарайтесь его разослать. Иншаллах, я надеюсь, что результат не оставит себя ждать. Но прежде всего этого, конечно же, искренняя дуа. Это была подробная инструкция по поиску работы от нашего гостя Магомеда Расула Кузикова, руководителя belhi.ru. Спасибо вам, что нашли время, пришли к нам в студию. Дорогие телезрители, на экранах своих телевизоров вы видите адрес электронной почты, на которую вы можете отправить вопросы, если они у вас есть. Мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь. Ади Калашин Мяшта Ахтшин.